мне 4 порции оладьи со сметаной, А мне картошки, пива и щербей. Излишний вес, он половой вес. Он так содержит наши органы в осаде, а также видимо спереди и сзади. Чтобы он исчез, излишний вес. И смеются, и плачут, и все это под песни Леонида Сергеева. Член жюри Грушинского фестиваля, журналист по профессии и автор более 300 произведений. В начале концерта дает этакий мастер-класс участникам. На конкурсе он постоянный гость, в жюри несколько лет подряд. А потому сам Леонид уже узнает начинающих исполнителей. Говорит, они его тоже учат доброте. Искренне завидую людям, которые с такой остротой живут. И жадно эту жизнь вот так вот глотают. Я говорю, для меня парольным был момент, когда одна женщина, со стороны она пришла просто посмотреть, и увидев все это, увидев, что происходит, она сказала совершенно искренне: «Господи, почему я не инвалид?» То есть, казалось бы, да, человек пожелал себе страшного, но вот настолько вот у них сильна эта тяга, и сильна эта энергетика, что вот она просто была просто очарована и заколдована этой энергией. В этом году конкурс посвятили 30-летию со дня создания Организации инвалидов. Юбилейное событие собрало рекордное количество участников – больше 50 человек из 24 регионов. Автор и учредитель конкурса Маргарита Колпащикова отмечает, главное, чтобы все эти люди сплотились и сдружились. А постоянные участники – это уже настоящие братья. За 5 лет на конкурсе даже образовались семьи. Главное, что я себя попробовала. А самое главное, я нашла столько друзей, подруг, которые для меня стали примером. Я меняюсь вместе с нашей бардовской песней, вхожу в образ и живу, проживаю это через себя, пропускаю. Потом я очень восторгаюсь своими подругами, которые меня окружают. Они меняют меня. И я меняю свое мышление. И это радует. Вместе с конкурсом растут и развиваются сами участники. Те, кто недавно с трудом выдерживал испытания сценой, уже занимают призовые места. До прошлого года я нигде не участвовал, чтобы петь на сцене вообще не было никакой речи. Я из тех, кто сидит в дальнем углу, всегда забившись на заднем ряду, да. Для меня это был просто колоссальный опыт, вот встать и выйти на сцену и спеть. Что я пел в прошлом году, но я пел ужасно, мне кажется. Хотя мне дали 2-е место тогда, в прошлом году, за стихи, но пел я ужасно. И вот прошлой зимой я начал заниматься серьезным вокалом, чтобы как-то подтянуть вокал к стихам. Для многих бардов с диагнозами творчество – это способ самореализации, а иногда даже преодоления недуга. Здесь каждый может быть услышанным. Благодарность гостеприимному Сыктывкару участница из Вологодской области Вера Подсолюк даже посвятила песню «Дорога жизни». И ее сразу окрестили гимном конкурса. Автору-исполнителю предложили задержаться в столице Коми до 12 числа, чтобы украсить композицией еще и День города. Спасибо, Сыктывкар, за наши встречи, с элитой благороднейших людей. Прости, родной, легли тебе на плечи свершение задуманных дел. Таисия Жакова, Елена Красильникова, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.